Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Ам-Шевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. После 33-летнего перерыва Сухумский международный аэропорт принял первых пассажиров регулярного рейса. Кто по воздуху, кто по земле. 1 мая начались регулярные рейсы в Сухум электропоезда «Ласточка» или, как его назвали специально для абхазского направления, «Диаскурия». Гудаутской ЦРБ передали передвижной флюорографический кабинет. Знаменательное событие в новейшей истории Абхазии состоялось 1 мая. Международный аэропорт Сухум после 33-летнего перерыва принял первых пассажиров регулярного рейса. В торжественной церемонии открытия аэропорта приняли участие президент Абхазии Бадыр Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, а также вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, члены правительства, депутаты парламента, ветераны войны, семьи первого и второго президентов Абхазии Владислава Арзамба и Сергея Багапш. Авиакомпания ЮВТ Аэро доставила первых пассажиров из аэропорта Внуково. Порт в Сухумском аэропорту встретили водной аркой. В числе первых пассажиров народный артист России и Абхазии, российский актер театра, кино и телевидения, ректор театрального института Евгений Князев, народная артистка Абхазии и заслуженная артистка России Алиса Гицба, журналисты и известные люди. Их встречали с абхазскими национальными сладостями и вином. Уже 6 мая стартуют рейсы авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода. А с 30 мая начнет полеты авиакомпания iFly. Кроме того, ведутся переговоры о запуске рейсов из Уфы и Казани. Действительно, сегодня историческое событие, открытие аэропорта после реконструкции спустя 32 года. Аэропорт города Сухум имени Владислава Арзамба принял первый регулярный рейс. Я в первую очередь хочу поблагодарить всех, кто сопричастен к этому событию. В первую очередь, безусловно, без политического решения этого события быть не могло. Благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который дал одобрение этому проекту. И спустя 32 года граждане нашей страны, гости нашей республики имеют возможность приземлиться в аэропорту. Все мы давно надеялись, что это когда-то произойдет. Правда, пришлось ждать долго, но уж лучше дождаться. Это приятное событие. Я надеюсь, что это будет каким-то новым стимулом для развития Абхазии. Надеюсь. Во всяком случае, я хочу, чтобы такое произошло. Это историческое событие, это очень важное для нашего государства событие. Вы знаете, более 33 лет аэропорт не работал. Проект реализовывался в очень непростых условиях. Было огромное количество препятствий, как международных и других. Но в конечном итоге проект удалось реализовать благодаря совместным усилиям руководства Абхазии и Российской Федерации. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех участников этого проекта. В проекте самое активное непосредственное участие принимала абхазская сторона, администрация президента, правительство, Министерство экономики. С российской стороны существенную поддержку оказывало Министерство экономического развития России, в частности, министр Решетников, вице-премьер Новак, друзья России, в том числе Ткачев Александр Николаевич, имя которого здесь часто и безосновательно критикуют. Благодаря вот этим совместным усилиям состоялось очень важное дело, с чем я вас всех хочу поздравить. 1 мая навеки вошло в историю Абхазии. Этот день ознаменовал новый этап в развитии нашей страны. Свидетели возобновления авиасообщения с Россией, а возможно в ближайшем будущем и с другими странами, будут гордиться своей причастностью к этому событию. Репортаж с церемонии открытия аэропорта смотрите в следующем выпуске новостей.
1 мая начались регулярные рейсы в Сухум электропоезда «Ласточка» или, как его назвали специально для абхазского направления, «Диаскурия». Электричка соединит Имеретинский курорт и Сухум. К прибытию первого рейса подготовились торжественно. На перроне первых пассажиров, в числе которых был заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников, встретили президент Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, члены правительства Абхазии и этнографический хор «Нарта». Среди встречавших Диаскурию была и Гугуца Вардания. Какое счастье, что вы с нами сегодня, 1 мая. Я маленьким ребенком был, в мае проходил. Я рад, что такого президента имеем. Я рад вас видеть. Вот так тепло началось утро 1 мая на Сухумской Брехаловке. Здесь ежедневно обсуждают культурные и политические события. И не отметить, что сегодня для Абхазии исторический день, завсегда-то из Сухумской набережной не могли. 1 мая жители Абхазии встречают самолеты и электропоезда. Теперь авиа и ЖД сообщение налажено с Россией на регулярной основе. И, конечно, в такой важный день в республику прибыли дорогие гости из России, являющиеся стратегическим партнером страны на протяжении многих лет. С утра глава государства Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко прогулялись по набережной столицы. За чашечкой кофе на знаменитой Сухумской Брехаловке обсудили план реконструкции пирса и других объектов на набережной. По поручению главы государства Бадры Гунба все проекты восстановления Сухумской набережной будут обсуждаться с местными жителями, поэтому на берегу установят информационный стенд, на котором будет представлена подробная информация о планируемых изменениях. Над этим сейчас трудятся абхазские и российские архитекторы. В рамках прогулки Сергей Кириенко отметил, что восстановление Сухумской набережной поддерживают российские города и бизнесмены, выходцы из Абхазии. Затем первые лица государства вместе с высокими гостями отправились встречать электропоезд, который прибыл на международный вокзал. Электропоезд «Диаскурия» прибыл в Сухум. Теперь он будет курсировать на регулярной основе между Имеретинским курортом и столицей Республики Абхазия. Время в пути составит 3,5 часа. Первых пассажиров электропоезда Сухумский вокзал встречает национальными песнями и танцами. Среди них туристы, которые приехали посмотреть на достопримечательности столицы, блогеры, миллионники. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, перо останется. Ехали из Сочи в Сухум, было все очень круто. Нас сопровождала очень чудесная музыка, этот колорит, он прям чувствовался. Тем самым сопровождали виды просто бомбезные. Слева горы, справа море, прям в сердце. В общем, я бы миллион раз еще прокатился, если бы была бы сейчас возможность. Вот прям за раз. Я на костылях даже приехал в Сухум для того, чтобы увидеть все эти прекрасные виды. Когда мы ехали сюда, как говорил мой коллега, скажем так, прекрасные виды были: море, горы. В общем, потрясающе. Плюс еще были такие мероприятия в поезде, веселили нас. В общем, было не скучно. И я думаю, что обязательно когда-нибудь приеду на пару дней. Запуск регулярного ЖД и авиасообщения с Российской Федерацией был запланирован на 1 мая. Это было поручение президента России Владимира Владимировича Путина по итогам встречи с президентом Абхазии Бадром Зурабовичем. Было принято несколько решений. И мне кажется, очень важно, что вот то, о чем договорились руководители двух стран, точно день в день было обещание, что 1 мая в праздник пойдет новая электричка Имеретинская долина Сириус-Сухум. Эта электричка пришла. Ну и, знаете, хочу сказать огромные слова благодарности руководству российских железных дорог. Они получили поручение президента России, ну и выполнили его не просто в срок и добросовестно, а, что называется, превосходя ожидания, потому что такой красивой электрички в России больше нет. Будет удобно для туристов в сочетании с открытием аэропорта. Это еще одно поручение президента России Владимира Владимировича Путина, которое тоже день в день, вот как обещал,
как поручение президент давал, 1 мая у нас открывается и аэропорт. Это удобно будет для жителей. Ну и вот мы с Бадром Зурабовичем обсуждали, это открывает возможности для более широкого развития туризма в Восточной Абхазии. Как вы сегодня оцениваете нынешние взаимоотношения Абхазии и России? Какие направления в развитии считаете приоритетными? Уважаемые коллеги, я нынешние отношения расцениваю как весьма динамичные. Вы знаете, что в том числе и благодаря нашему соотечественнику Сергею Владимировичу Кириенко наши взаимоотношения получили особый импульс. Я уверен, что реализация такого рода проектов направлена на улучшение качества жизни граждан нашей страны. И в этой связи все, что делается во взаимодействии с нашими российскими коллегами, направлено на улучшение взаимодействия, в том числе и в таких стратегических направлениях, как инфраструктурное развитие, значит, социальное обеспечение граждан нашей страны. Это целый комплекс, ряд вопросов, которые придают особый импульс нашим взаимоотношениям. Запуск Диаскурии имеет огромное значение для стимулирования туристического потока в Абхазию, обеспечивая удобный, быстрый и доступный способ путешествия для российских и зарубежных гостей. В то же время это значительно улучшит мобильность для граждан Абхазии, предоставляя комфортное транспортное сообщение с Россией. Если есть на направлении, на перегонах поезда, подающие гудки и сигналы, а рядом люди, которые приветствуют это поезда, мы понимаем, что магистраль живет. Мы понимаем, что магистраль нужна. И будет нужна дальше больше и больше, от года к году. До запуска электропоезда проводились тестовые рейсы, решались важные вопросы транспортной логистики, отмечает главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа. В первую очередь мы обращали внимание на проведение порядка инфраструктуры. Второе, на что обращали внимание, это обеспечение безопасности при движении электропоезда. А третье, пытались и достигли минимально необходимых комфортных условий для пассажиров, которые ожидают поезд или при их посадке в высадке. Поезд оборудован системами климат-контроля и видеонаблюдения. В вагонах есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, а также подъемники и крепления для инвалидных колясок и велосипедов. График движения 2 рейса ежедневно. Маршрут включает остановки на станциях Абаата, Гагрывш, Гаграб, Зыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Стоимость билетов от 360 рублей и выше. Расписание. Рано утром отсюда, значит, электропоезд будет уходить, будет прибывать в 14:10, в 16:25 будет уходить из Сухума, значит, и 23 с лишним ночное время прибывает, ночует здесь, и утром, как я уже сказал, рано утром 5:40, если я не ошибаюсь, рано утром уходит опять. То есть 2 сюда, 2 обратно ежедневно. Кроме того, в путешествие на туристическом поезде можно взять с собой в поездку домашнего питомца и приобрести билет в вагон с местами для проезда домашних животных. Это очень удобно, это комфортно, это доступно и шикарно. Вообще мы очень довольны. И вы знаете, это ощущение праздника. Я тоже очень рад, честно говоря, потому что, вы знаете, да, у нас маршрутки, водители такие немножко очень быстро ездят, вот, и поэтому здесь, мне кажется, будет гораздо спокойнее ехать и комфортно, хоть и дольше немножко, но зато спокойно. Я как бы за спокойствие, так сказать, за безопасность, поэтому. Электропоезд Диаскурия назван с учетом уважения к культуре и истории Абхазии. Название выбрано в честь Диаскурии, древнегреческого города, построенного в VI веке до нашей эры на Черноморском побережье на месте нынешнего Сухума. Вагоны поезда украшены рисунками, посвященными традициям и достопримечательностям Абхазии. Эскизы для оформления предложили абхазские художники и участники проекта международного конкурса рисунков «Грани творчества». Электропоезд будет отправляться со станции Имеретинский курорт, расположенной на федеральной территории Сириус, в Сухум, и также обратно. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.
Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников, прибывший в Сухум вместе с первыми пассажирами электропоезда «Диаскурия», вручил генеральному директору Абхазской железной дороги Арсоу Читанава памятную медаль в честь 20-летия РЖД. Памятная медаль стала знаком признания вклада Читанава и всего коллектива АЖД в развитие железнодорожного сообщения между Россией и Абхазией, а также в укреплении сотрудничества. Гудаутской ЦРБ передали передвижной флюорографический кабинет. Еще 2 рентгеновских стационарных аппарата передадут в Ткварчал и Гагру. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили республиканскую больницу и осмотрели строительство ангиографического корпуса и новой детской больницы, оценив темпы работ и обсудив дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры. В Абхазию также прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По дороге в Сухум он ознакомился с работой Гагрской ЦРБ, а уже в столице состоялось рабочее совещание, на котором были обсуждены проекты, реализуемые при поддержке Российской Федерации, а также итоги диспансеризации школьников. Российские медики уже осмотрели 21 743 ребенка. У 11 тысяч детей заболевания выявлены впервые. Все подробности в материале Шазины Ханагу. Утром в республиканскую больницу прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он встретился с российскими врачами, которые проводят детскую диспансеризацию в республике. На сегодняшний день осмотрено 21 739 детей. Больше половины из них поставлены на диспансерный учет. В среднем бригада рассматривает от 140 до 160 детей в день. В Абхазии работают 45 врачей из Российской Федерации и больше 60 специалистов среднего и лабораторного звена из республики. 26 тысячам детей выставлены диагнозы и 11 тысячам выставлены впервые диагнозы. То есть каждый практически 40%? 40% впервые выставленных диагнозов. Также в рамках вашего поручения провели осмотр маломобильным группам детей. Выявили диагнозы. Это были дети с детскими церебральными параличами, тяжелыми неврологическими патологиями. Кто-то из них требует хирургического лечения? Хирургического лечения нет. Там требуется в основном реабилитация. Детям даны рекомендации необходимые. Планово решаем вопрос. По итогам диспансеризации 5 детей направили на госпитализацию в федеральные медицинские центры. Еще 10 получили направление на стационарное лечение, а остальные пациенты находятся под наблюдением и готовятся к дальнейшей госпитализации. Наиболее часто встречающиеся патологии – болезни опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, эндокринологические патологии, органа зрения, а также неврология и болезнь органов дыхания. Телемедицинские консультации используются? Телемедицинские консультации используем повсеместно. Значит, на сегодняшний день рекомендованы 32 детям телемедицинские консультации. 14 детям в рамках профосмотров проведены телемедицинские консультации. 7 детям госпитализация в федеральном центре не показана. Остальные госпитализируются и ждут своей очереди. К каждому ребенку относится как к своему. Мы в плотном контакте с коллегами, ежедневно получаем всю необходимую информацию. Все детишки осматриваются. Дальше второй этап диспансеризации, телемедицинских консультаций, вызовы в профильные федеральные клиники, обратная связь. Все прекрасно работают. Спасибо вам огромное. Спасибо Российской Федерации. Михаил Мурашко отметил, что необходимо сделать общие рекомендации для системы здравоохранения и в том числе для образовательной сферы, чтобы в процессе обучения школьников были приняты рекомендации по физическим нагрузкам и режиму. Михаил Мурашко также знакомился с ходом строительства корпуса для установки ангиографа, который возводится на территории республиканской больницы. Работы ведутся в строгом соответствии с техническим заданием, выданным Министерством здравоохранения. 15 июня у нас будет уже данный объект, все оборудование необходимое заказано. Заказаны рентгенозащитные плиты, окна. Все в соответствии со СНИПами, и срок все будет выполнен. И важный элемент все-таки энергообеспечения. Энергообеспечение объекта нам сейчас дают техническое задание в соответствии с требованиями под оборудование. И соответствующие объемы электроэнергии будут поставлены сюда. Давайте вы мне до 15 мая, Эдуард Валерьянович мне доложил, что все вопросы технические по электроснабжению, они урегулированы. Ну, технически это все на неделе будет урегулировано. До 15 числа я хочу видеть точно, что у вас по материалам, по точкам подключения, по мощностям всего вам достаточно, чтобы мне это прям письменно это написать.
Затем Михаил Мурашко ознакомился с ходом строительства республиканской детской больницы. Начальник УКС Демир Гамисони сообщил, что объект планируют сдать в 2026 году. Когда мы были в прошлый раз, Михаил Альбертович был на этаж ниже, весь пласт работ. Сейчас уже, видите, поднимается каркас большой. Проблем никаких технических у нас нет. Проект у нас согласован. Все ведется в соответствии с проектом, прошедшим российскую экспертизу. На сегодняшний день получен аванс в размере 191 миллиона рублей. В принципе, работы ведутся качественно и в срок. А здесь с электроснабжением откуда будет? Здесь с электроснабжением строится отдельная линия на детскую больницу и, соответственно, устанавливается трансформаторная подстанция первого типа с бесперебойным источником питания, с дизелем-генератором. А водоснабжение? Водоснабжение у нас централизованное, оно беспроблемное, тоже постоянно. Проекты по линии здравоохранения реализуются в Абхазии по поручению президента Владимира Путина и Бадры Гунба. Самый большой такой значимый проект – это, конечно же, здоровье детей и подростков, строительство детской больницы в городе Сухум и большая работа по осмотру детей нашими специалистами из ведущих центров страны под руководством научного центра детей и подростков. Это диспансеризация деток в организованных коллективах и в том числе детей, которые находятся по состоянию здоровья на дому. Эффект от этой диспансеризации колоссальный. И еще один такой серьезный большой проект – это строительство подразделения для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это ангиографический кабинет. Оборудование уже все закуплено, и сейчас идут строительные работы подготовительные для монтажа. Мы планируем, что в июле месяце эта установка и этот кабинет должны начать работать, спасая здоровье как жителей республики, так и в том числе туристов, которые приезжают сюда на отдых. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыли в республиканскую больницу в Сухуме. Они встретились с Михаилом Мурашко и Эдуардом Бутба. Первому зам руководителя администрации президента России рассказали о ходе детской диспансеризации. То есть мы до конца мая успеваем всех осмотреть. До конца мая всех желающих мы успеем осмотреть. Темпы диспансеризации хорошие, отклик тоже. У 11 тысяч детей впервые выявлены заболевания. То есть это все говорит о том, что эта работа абсолютно востребована и нужна, потому что первичная диагностика. В рамках договоренности, достигнутой ранее между президентом Абхазии Бадрой Гунбой и министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, Минздраву Абхазии передали передвижной флюорографический кабинет на базе КАМАЗ. Мобильный медицинский комплекс будет поставлен на баланс Кудаутской ЦРБ для обслуживания населения района. Врач сможет увидеть на снимках воспалительные процессы в легких, новообразования и народные тела инфильтрат. А в Творчал и Гагру передадут 2 стационарных рентгеновских аппарата. Сергей Кириенко также ознакомился с ходом строительства республиканской детской больницы и помещения для установления ангиографа. Все с вашей легкой руки, все пошло, поехало. Ну, это все, спасибо вам большое. Это все договоренности, то, что Бадр Зурабович договаривался, обращался к Владимиру Владимировичу Путину. Это поручение нашего президента. Ну, и вот хочу сказать спасибо и Михаилу Альбертовичу, который это оперативно курирует и помогает. Ангиографическая служба, когда будет работать, такое количество спасенных жизней здесь будет на территории республики. Мы хотим развиваться, мы хотим усиливать здравоохранение, поэтому вот такие мощности закладываем. Когда заканчиваете просто? Я в середине июня. Да, но потому что потом приедет оборудование, ввод в эксплуатацию, и июль месяц, такие сроки. То есть в июле должны ввести в срок ангиографы и начинать. Какое количество пациентов сейчас нуждается, вот, ожидается? У нас в год выезжает 750 человек на проблемы вот, именно кардиологического плана. Это и есть инфаркты, есть сложные случаи. Поэтому мы плотно взаимодействуем с Минздравом Российской Федерации. У нас сложные пациенты, все идут в федеральные клиники. Это Чазовский центр, Бакулевский центр, Первая краевая, это Центр грудной хирургии, Краснодар. Мы со всеми взаимодействуем. И вот академик Бойцов, главный штатный кардиолог, приезжал, и мы все это смотрели. Мы в полном взаимодействии. Вот с Михаилом Альбертовичем бывает иногда через день на связи.
поэтому взаимодействуем. Российские врачи помогут абхазским коллегам после открытия кабинета с ангиографом. На первом этапе подстраховывать будут российские коллеги, в том числе соотечественники. Еще 2 человек из Абхазии направят для подготовки в федеральные клиники России. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили телемедицинский центр при республиканской больнице в Сухуме. С начала открытия там провели 78 консультаций по 35 пациентам. Центр медицины катастроф – это у нас такой ситуационный центр. Это, по сути дела, хаб. И он дальше подключает... То есть выходит на связь с Центром медицины катастроф, он вытаскивает того, кто нужен. Да, они в том числе, если нужно, подключаются с эвакуацией. И, соответственно, по какому профилю нужно, того и подключают. Причем здесь чем удобно, это вот сама сетка, она при необходимости, если нужно из разных центров подключить, положим, нужен ортопед, травматолог, где-то нужен гастроэнтеролог или нейрохирург, то, соответственно, они оказываются на связи все вместе. Центр телемедицинских консультаций открылся при республиканской больнице 20 февраля. Шазина Ханагу, Айнал Гвинже, Абхазское телевидение. 2 мая в Сухуме в здании Дома учителя простятся с гражданином Абхазии, погибшим в ходе проведения специальной военной операции на территории Курской области Цыбулько Геннадием Викторовичем. Начало церемонии в 14 часов. Руководство Общественной палаты Абхазии встретились с коллегами из России. Делегацию, состоящую из членов Общественной палаты России, представители правительства и администрации президента, возглавляет заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. На встрече была отмечена высокая динамика двусторонних отношений, в том числе вовлеченность регионов России в реализацию совместных проектов. А сейчас расскажем о погоде. В пятницу 2 мая в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью 6-11, днем 14-19 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.